Гурбангулы Мялик-Гулыевич Бердымухамедов. В отличие от Ниязова, Бердымухамедов не был круглым сиротой, но начинал свою карьеру тоже довольно скромно. На протяжении 17 лет он работал стоматологом и постепенно дорос до директора стоматологического центра. В 1997 году Бердымухамедова назначили главой Минздрава, а в 2001 он стал вице-премьером. Казалось бы, человек образованный, интеллигентный, уж он-то должен сделать из карикатурной банановой республики цивилизованную страну. И вначале все шло по этому пути. Бюсты и портреты Ниязова стали постепенно убираться, месяцам и дням недели вернули прежние названия, изучение Рухнамы перестало быть обязательным, а спустя год демонтировали монумент с подсолнухом Туркменбаши и перенесли на окраину столицы. И все же сложившиеся в стране традиции взяли верх. На смену культа личности Ниязова постепенно пришел культ личности Бердымухамедова. Теперь страной распоряжался не Туркменбаши, а Аркадак. Такой титул взял себе новый лидер нации. Страну заполонили уже его портреты, а молодоженов даже обязали делать свадебное фото на фоне изображения Гурбангулы. Такой вот третий свидетель на свадьбе. С памятниками, впрочем, Аркадак поскромничал, их сейчас совсем немного. Самый известный вот этот. Ничего не напоминает? А еще он поставил памятник любимой собаке и коню. Вообще, с лошадьми у Гурбангулы особые отношения. Вот он, например, осматривает строящиеся новые кварталы и раздает указания чиновникам. На коне во всех смыслах. Правда, иногда что-то идет не так, и получается вот это. Видимо, лошадь, на которой скакал Аркадак, не проинструктировали, кого она везет. Ну или ее просто завербовали западные спецслужбы. Как бы то ни было, пока что единственным революционером Туркменистана, который посмел покуситься на жизнь Аркадага, стала лошадь. Другой оппозиции у нас для вас нет. Впрочем, все закончилось хорошо. Хотя после падения президента увезли на скорой, это не помешало ему выиграть забег и получить приз в 11 миллионов долларов. А помните Рухнаму? Бердымухамедову показалось, что всего одна книга — это как-то несерьезно, поэтому он решил догнать и перегнать своего предшественника и принялся штамповать по несколько шедевров в год. Сейчас его библиография насчитывает более 50 бестселлеров на самые разные темы. Не только про Туркменистан, но и про чай, про здоровье, про лекарственные травы, про спорт, про скакунов, про музыку, да о чем только не написал этот эксперт в области всего. В музыке Бердымухамедов, кстати, тоже преуспел. Здесь даже нет нужды рассказывать. Просто послушайте. Более того, в руках Аркадага расстроенная гитара волшебным образом перестает фальшивить. Что сказать, талантливый человек талантлив во всем. Это, наверное, в моих генах. Но музыка и литература — это так, лирика. Настоящий лидер нации должен быть сильным и твердым. И Гурбангулы неустанно это демонстрирует. Не президент, а настоящий Рэмбо. Видимо, оба лидера Туркменистана закрывали свои комплексы как умели. Ниязов мечтал, чтобы все его уважали, а Бердымухамедов всячески хотел казаться самым крутым. И то, и другое несложно, когда вокруг тебя толпа подхалимов, армия силовиков и покорное население. Но в итоге получается не крутой и уважаемый лидер, а прототип для фильма Саши Барона Коэна. Впрочем, все эти песенки, книжки, скачки и памятники — лишь безобидная вершина айсберга. А его подводная часть находится здесь. Добро пожаловать в Авадан-ДП. В переводе «Живописный холм». Официальное название не столь поэтично. Учреждение строгого режима АГД-5. Это тюрьма для политзаключенных в пустыне Каракумы. Летом температура там доходит до плюс 50, зимой может опускаться до минус 20. Условия содержания не сильно отличаются от гитлеровских концлагерей. К пыточным условиям добавляются и пытки вполне конкретные. Ими сопровождается тюремная повседневность. Мы не будем описывать все прелести содержания в Авадан-ДП, но точно можно сказать, что попадание туда равносильно длительной смертной казни. Лишь небольшая часть осужденных возвращается на свободу. Остальные либо умирают от нечеловеческих условий содержания, либо об их судьбе ничего не известно, поскольку общение с родственниками и даже друг с другом там не допускается. Правозащитники создали движение «Покажите их живыми», которое ведет список политзаключенных
политзаключенных, пропавших без вести в туркменских тюрьмах. Сейчас в этом списке 112 человек, а общее количество заключенных в Туркменистане составляет 35 тысяч. Это 5-е место в мире с показателем 576 человек на 100 тысяч населения. Впрочем, все равно меньше, чем в США. Там 668. Вообще о репрессиях в Туркменистане известно крайне мало. Но не потому, что их там нет, а потому что об этом просто некому рассказать. В стране фактически нет независимых журналистов. По индексу свободы прессы Туркменистан занимает 177 место, опережая только КНДР и Эритрею. Интернетом пользуется чуть более 20% населения. Все мессенджеры и соцсети заблокированы. О том, что творится в стране, мы узнаем только по немногочисленным свидетельствам очевидцев, покинувших страну. Но и это сделать непросто, поскольку огромное количество граждан лишены права на выезд. Но что, если вы обычный житель Ашхабада, который не лезет в политику, не планирует поездки за рубеж, не пользуется соцсетями и просто живет тихой мирной жизнью, никого не трогает, подчиняет примус? Может быть, тогда все не так уж плохо? Например, если посмотреть ВВП на душу населения, то Туркменистан на 91-м месте. Результат, конечно, не выдающийся, но это выше, чем Азербайджан и Молдова, и лишь немного ниже Грузии с Арменией. Бразилия и ЮАР, входящие в БРИКС, тоже отстают от Туркмении по этому показателю, а соседний Узбекистан и вовсе на 132-м месте со значением в 2 раза ниже. То есть страна не прямо богатая, но вполне может позволить себе нормальный уровень жизни. Да и внешне это тоже находит свое отражение. Взгляните, как великолепна туркменская столица. Да и с соцобеспечением у граждан наверняка полный порядок. Например, еще при Туркменбаши бесплатными стали электричество, газ, вода, бензин и соль. Но, увы, эти беломраморные дворцы просто потемкинские деревни, построенные для красивого фасада, а не для граждан. Дома, в которых живут на самом деле, выглядят совсем по-другому. Поскольку интернет в стране очень плохой, единственным окном в цивилизованный мир становится спутниковое телевидение. Поэтому все увешано тарелками. Бесплатные коммунальные ресурсы отменили в 2017-м, а средняя зарплата в стране составляет 800 манат, или $228. Не густо, да? Вот только это по официальному курсу, который почти 10 лет рисует на одном и том же уровне – 3,5 маната за доллар. А вот фактический курс на черном рынке может быть в 3 раза выше, а может и в 10 раз. Так что лучше смело делить официальную зарплату на 3, и тогда получите реальную покупательную способность граждан, и то по самой оптимистичной оценке. Бедные слои населения, будучи не в состоянии позволить себе товары по рыночным ценам, стали по утрам выстраиваться в очереди в государственные магазины, где выдают продукты по более низкой стоимости. Очереди становились все длиннее, люди стали падать в них в обморок, и власти решили, что пора с этим что-то делать. И запретили очереди. Зато это мне помогает. Теперь люди заранее подают заявку, ждут звонка продавца и приходят в строго определенное время. Проблема решена. К слову, тем же проверенным способом в Туркменистане был побежден коронавирус. Его тоже запретили, так что никто ковидом не болел. Все гениальное просто. Это логика. Если в стране такая бедность, то откуда же взялся вполне приличный показатель ВВП? Причина этого находится не в стране, а под ней. Туркменистан входит в топ-5 государств по запасам природного газа и является крупным его поставщиком. Можно сказать, что туркменский президент просто продает газ и на полученные деньги строит памятники и дворцы. Не жизнь, а сказка. В прошлом году вот даже открыл целый город, назвав его в свою честь – Аркадагом. В нем есть улица, названная в честь собаки лидера, и площадь с памятником его коню. Город красивый, жаль, что пустой. Кстати, о газе. В 1971 году советские геологи обнаружили подземную полость, в которой скопился природный газ. Когда ее стали бурить, то вышка провалилась и образовался огромный кратер, который выглядит вот так. Чтобы газ не выходил наружу, его решили поджечь. Думали, что через несколько дней все прогорит и погаснет, но дыра так и полыхает до сих пор, даже полвека спустя. За свой зловещий вид туристы прозвали этот объект вратами ада. Символично, что дверь в преисподнюю оказалась именно на территории этой страны. Хотя Туркменистан официально является республикой, в начале 2022 года он сделал свой первый шаг к монархии. Гурбангулы Бердымухамедов неожиданно покинул пост президента, передав кресло своему сыну Сердару. Впрочем, сам он ушел не слишком далеко и теперь пристально наблюдает за деятельностью сына с поста главы Верхней палаты парламента. Сердару Бердымухамедову 42. Он успел поработать в Москве и Женеве и получить там образование. Молодой и образованный лидер мог бы внушить надежды, что вот сейчас наконец-то начнутся реформы. Но не тут-то
что-то было. Мало того, что он не отменил абсурдных решений своего отца, так еще и добавил своих. На этот раз под раздачу попали туркменские девушки. Теперь им запрещено пользоваться косметикой, делать маникюр, красить волосы и даже ездить на переднем сидении автомобиля. В общем, судя по всему, сын пошел в отца. А учитывая его молодой для президента возраст, занимать свой пост он будет еще очень долго. Поэтому какой-то надежды на превращение Туркменистана в современную цивилизованную страну в ближайшие годы нет, и он так и будет оставаться диктатурой абсурда. Такие дела.